Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 28 октября 2021 года на территории республики зарегистрировано 292 новых случая коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. Достаточно сложной остается санитарно-эпидемиологическая ситуация в столице нашей республики, где зарегистрировано 147 случаев. На настоящий момент осложнение ситуации имеется в Жиганском и Кобяйском улусах, в которых зарегистрировано 15 и 13 случаев соответственно. Сложность представляет собой и Мирнинский и Мегино-Кангаласский улусы, в которых зарегистрировано 12 и 11 случаев. На сегодня необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию в Усьмайском районе, в котором на настоящий момент зарегистрировано 10 случаев, однако с большим количеством контактных лиц. Необходимо также обратить внимание на наши северные районы, к которым относятся Оленёкский, Амиконский и Тампонский районы, в которых зарегистрировано 9 и 8 случаев соответственно. Что касается Оленёкского района, достаточно часто в социальных сетях появляется информация о сложной сложившейся ситуации в Оленьке. Мы находимся на постоянной связи с главным врачом, с главой района, и, соответственно, туда для помощи, вылетает соответствующая группа медицинских работников для того, чтобы разрешить ряд вопросов. В 11 районах республики зарегистрировано от 1 до 7 случаев. Необходимо обратить внимание, что мы находимся сейчас в режиме, определенном указом главы Республики Саха-Якутия, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Основной целью введенных QR-кодов, которые определил глава Республики Саха-Якутия, является прежде всего не передача и разрыв цепочек по передаче вируса на территории республики. Поэтому на сегодня обращаемся к гражданам, соответственно, уменьшить свои контакты в силу возможностей, предоставленных сегодня со стороны государства в лице Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Наиболее напряженная ситуация в Абыйском, Жиганском, Кобяйском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усялданском и Хангаласских районах. Необходимо обратить внимание на то, что именно во всех районах республики введение QR-кодов должно являться обязательным, и, соответственно, органы местного самоуправления должны осуществлять совместно с органами внутренних дел контроль за их соблюдением. Я уверена, что это даст нам возможность уменьшить количество зарегистрированных случаев наравне с непосредственно и с вакцинацией. Сегодня для медицинских организаций достаточно сложная ситуация. В тяжелом состоянии находится 181 человек. Необходимо обратить внимание на сокращение инкубационного периода развития заболевания. Оно течет достаточно быстро. Порядка 4-5 дней развивается заболевание до тяжелой формы. На ИВЛ в целом по республике находится 37 человека. Конечно же, медики борются за жизнь каждого, независимо от того, где находится пациент. Во всех центральных районных больницах соответствующие ИВЛ и обеспечение кислородом, оно сегодня имеет место быть, так же, как и лекарственными препаратами. В республике провакцинировано около 54% взрослого населения республики. За сутки у нас продолжают проводиться исследования, и высокий уровень исследований, который проводится на территории республики, во многом превышает среднероссийский. И у нас на территории республики делается около 5522 исследований на новую коронавирусную инфекцию разными тест-системами от и ПЦР, и ФА, и ХА, но все они получают подтверждение через соответствующие лаборатории. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент для нас базовой позицией является вакцинирование. Во всех учреждениях здравоохранения, открыты пункты, в которых мы приглашаем граждан как для вакцинации, так и для ревакцинации. Хотелось бы обратиться к гражданам республики. Подумайте о своем здоровье, о здоровье своих близких. Сегодня вакцина является единственным способом, которым способны предотвратить и не дать распространяться заболеванию и может облегчить течение заболевания в более тяжелой форме.